Также аффиксы понудительного залога могут наслаиваться друг на друга, образуя глаголы понудительного залога второй степени. Рассмотрим такой пример. Кылдыр – делать. Кылдырар – заставлять делать. Основа этого глагола теперь кылдыр уже заканчивается на «р», многосложная, поэтому к ней присоединяется аффикс «т» понудительного залога. Новый глагол будет кылдыртыр. Два аффикса понудительного залога «дыр» и «т». Что это значит? Это значит, что данный глагол стоит в понудительном залоге второй степени. То есть появился дополнительный объект. Когда мы разбирали эту схему, было 3 объекта. Теперь же появляется 4-й. «Д». Кылдыртыр. То есть я заставляю выполнить действие не вот этот объект, Б, а я заставить вот этот объект выполнить действие объектом С. Кылдыртыр. Получается заставлять. Кылдыртыр. Оны алғам, кылдыртып қалдым. Тот же наш старый пример. Оны алғам, кылдыртып қалдым. Объект D это оны алға теперь. Я заставляю объект B заставить объект C выполнить действие, то есть выполнить задание, выполнить объект D, то есть задание домашнего навыка. Вот. Двойное понуждение. Также следующий пример. Көргүзер. Заставлять смотреть или показывать. Основа ее көргүз заканчивается на глухую. Значит, присоединяется аффикс «түр». Двойное побуждение. Көргүздүрер. Көргүздүрер. Я заставляю. Көргүзер будет. Я заставляю вот этот объект посмотреть на объект С. А көргүздүрер будет. Я заставляю объект B заставить объект C посмотреть на предмет D. Двойное понуждение. Вот такие случаи могут быть в туинском языке. И очень часто. Теоретически их может быть бесконечное множество. Так же, как и приставка «пра», «прадед», «прапрадед», «пра-пра-пра-пра» и так бесконечно. Но такое мало возможно. Вот. Поэтому наблюдается чаще всего только понудительный залог второй степени.